Так, продолжаем кататься на грузовике по России. Привет, как говорится, всем. Нижнеудинск скоро. Видите, как тут красиво. И дорога такая идеальная. Ну вот по Иркутской области вот эти вот новые участки. Ну, возле Нижнеудинска она там вроде портится дорога. Сейчас, конечно, испортится. Такое уже все в тайге. В листьях свежих прям видно аж два цвета. Это, я не знаю, береза, наверное, или что это. Ну да, березки. Катим, в общем, дальше. Это сегодня уже у нас, что там, 23 понедельник. В итоге я до Узамая доехал, в общем, там переночевал до обеда. Скупался, пошел, позавтракал и вылетели из гнезда, короче. До Иркутска 524. 20 градусов тепла здесь. Ну, уже такой жарищи нету. Здесь попрохладней, чем в Красноярске. Но все равно отличная вообще погода. Ай. Все, видите, вот это все, что было желтая трава, все тут погорело, наверное. А теперь новая зеленая. Радует глаз. Там поезд едет по горе. Так, кого они там объезжают? Объезжать пазики. Встречки там несутся. Ну, сейчас я разгонюсь пока. Это Траска, если что. Траско. Сейчас надо будет заехать на заправку тут. Ну, кто давно не был в Нижнеудинске, могу от заправки там подзаснять вам. Тут тоже вон поля обрабатывают. Ну, только, правда, я не знаю, что-то вспахали и пора сеять вроде. В общем, такие дела. 23 число, едем дальше. Что-нибудь подсниму еще. Резко я выключил съемку и дорога кончилась. Какие-то так визуально вроде ж ровно, а всего кидает, подкидывает. Ну тут я битву моторов проигрываю, видите, никого не догоняю. Я особо на гору не разогнался и уже аж до 8-й передачи дошел. Все скрылись от меня, в общем. Ну там в Элберис они как бы тяжелые не возят. Более-менее ровно вместе ехали тут. Да, ну хоть ничего не горит, а то тут говорили пожары такие были. Правда, может дальше где-то Иркутская область, что ли. А, Усолье-Сибирское, да, там что-то такое говорили, в районе Усолья-Сибирского. Аж на трассе как бы ничего не видно было. Мне видос Сергей, по-моему, показывал, там сбрасывал. Видимость 0. А тут нормально. Да, ям нету, но амплитуда
оттуда какая-то колебание присутствует на дороге. Попродавленная все же. Ну, это подъезд к Усолью-Сибирскому. Фу, Усолью-Сибирскому. Нижнеудинску. Так, надо тормозить. Тут какие-то нырки, прыгунки. В общем, вот такая обстановка. Едем по лесу пока. Это я яму объезжаю. Оп. Ладно, все, дальше что-нибудь подсниму. Так, ладно, на заправку не заехал, в общем. Постеснялся что-то. Да, там неудобный поворот, она получается слева. Нижнеудинск заехали. Нижнеудинск. Так, кто не был, вот, пожалуйста, вам обзорная экскурсия. Что они тут делают, не знаю. Наверное, лес. Переработка леса, наверное. У всех он. Переработанный лес под забором. Для отопления. Ну, там я проезжал, там какой-то был, где, ну, перед Нижнеудинском, там большие склады прямо. Бревня, кругляк. Ну, вот так вот здесь вот. Центральная улица. Ну, это не центр, конечно, это мы тут с краю где-то едем. Где тут по карте, что? Нижнеудинск. Ну да, вот центр где-то вот здесь, а мы по краешку сейчас проскочим. Что-то тут дома поломали. Ну, все цветет. Так, и нам тут налево. Тут что-то дом вообще забросили, пятиэтажку, все окна побитые. Иркутск 505. Ну, расход уже подрастает, 31,5 стал общий за 5670 километров. Скоро лампочка загорится у меня. Ну, там где-то по карте будет еще Роснефти. Правда, не знаю где. В Тулуне точно есть. Застрянка, река. Ну так вот, в общем, вот здесь даже какие-то, вот видите, здания есть, наверное, еще начало 19 века. Что тут с светофором? Непонятно что. И река Уда. Ну, воды уже, видите, нету.
Сейчас, кстати, в видео в YouTube попалась переправа в Якутске. Все позатопило место, где сама переправа. Ну вот именно, ну я так понимаю, что куда подъезжать надо, чтобы на аэролодке пересечь Лену там или как-то. Вода, короче, разлилась, лед еще так торосами, все прям забита река. Ну, пока доеду, мне еще дня 4 ехать, наверное, минимум. 5, наверное, на 5 там. Тут потому что уже так по 1000 в день проблемно ехать. Там Чита, ну, я имею в виду, после Читы, там по Якутии тоже сильно не разгонишься. Так что пока доеду, думаю, будет все нормально. Нижнеудинск. Коровки, видите, прилегли в тенечке. Так, это что-то как-то подсрезал чуть-чуть. Ладно, я тоже поместился вроде. Ну вон они, видите, тусовка у них. Почему-то они не идут на пастбище куда-то, тусуются возле дороги. Ну и все, и проехали Нижнеудинск. Тут какие-то вот, я уже несколько раз обращал внимание, такой маленький склад, тройная колючая проволока и два гаража с вышкой. Ну, в общем, вот так вот в Нижнеудинске обстановка. Коровы кайфуют. Все цветет, вроде как красиво. Ну так, конечно, сам населенный пункт. Не видно что-то там нового, что-то, чтобы что-то развивалось как-то. Ну, перспективы наверняка радужные, так что будем надеяться, что все будет у всех хорошо. Так, это он меня пропускает, а я так еду, что меня это пропустить-то тяжело. Давай, давай. Ну, у меня не разгоняется она сильно. Подъемчик идет. Чтоб вкочегарить, я бы как раз с ним тут поравнялся бы, пришлось бы это. Непонятная ситуация создалась бы на дороге. Там сзади еще легковушки. Так, ну у меня дизеля показывает на 251 километр. До Иркутска точно не хватит, еще 500. Ну там есть Руснефть, наверное, штук 5 тут Руснефти за 500 километров. Было разных. Еще и как раз по моей стороне, чтобы заехать. А то там получается заезд такой был, дорога такая же узкая, и вот так вот аж в обратную сторону, там плюс сзади машины ехали, я не стал уже суету создавать, и выезд такой же. Ну, срезать там угол как-то нет. Неохота. Ну, в общем, едем дальше. Будет чего интересное, а что тут может быть интересное? Дальше у нас впереди сплошной лес. Все, давайте, удачи на дорогах всем.
Так, ну что, Тулун давайте посещать вместе. Тут прямо к Тулуну подъезжаешь, уже полей много. Тут прям сельское хозяйство нормально развито. В Сибири пшеница должна быть хорошая. Тут же твердые сорта хорошо растут. Вот он, Тулун начинается. Сразу Платон. Сейчас до заправки как раз доедем, она там на выезде из Тулуна. Ну и заодно посмотрите, что тут поменялось. Я уже как-то снимал, когда еще зима была. Вот тут идет объект капитального строительства, тротуар. Опять же, хоть ходить будет где. Ну нормально здесь, вот видите, сделано. Выйдешь, что раньше там ходили, наверное, вдоль дороги. Теперь тротуар хоть сделали. На дрова, так видите, приносят горбыль с пилорамы прямо кучей. В поворот надо ж попадать. Короче, получилось. Так, ехать не получилось. Я вот газ чуть-чуть давлю, а он на чуть-чуть газ давить в подъем не реагирует. Надо прям в пол. Тогда что-то начинает ехать. Парприз солнце подсвечивает, такой пыльный видно. Ну что тут в Тулуне интересного пока не наблюдается, ничего интересного. Все как обычно. Кстати, да, кто-то меня спрашивал, газовые заправки, если поехать на газовой машине. Ну вот газ есть с баллонов каких-то, газ пропан. Цены не вижу, но есть. Я думаю, не проблема. Они просто в таких закоулках вечно заправки как-то на глаза не попадаются, эти газовые. Ну, на грузовике, конечно, туда не заедешь. Это чисто под легковые, наверное. Ну да, какие-то приемки металлолома тут. Металл 3А 15 тысяч, 5А 14 тысяч. Ну тут видите, в полный рост тротуаров строительство идет. Делается. Такой довольно-таки большой, да. Ну, через весь почти проезжаем. Тут долго будет видеосъемка, наверное, на светофорах этих стоять еще. Заправка как раз на выезде, но она тоже такая неудобная, если
кто-то там на ней стоит, то перед ней нигде не станешь. А у меня 222 километра запас хода. Ну, как я проверял, в принципе, уже мы на Читу как-то доезжали, там 30 километров показывал остаток. И заправляли, там 600 литров влазит, то есть там еще 150 литров в двух баках. Лампочка, короче, сильно заранее предупреждает. Сейчас какой-нибудь одной стороной заправлюсь, где будет свободно. Потом, получается, за Култуком еще зальюсь. Байкальский там где-то. Там удобно заезжать на Роснефть. И там уже заправлюсь, так чтобы до Читы хватило. И в Чите полные баки, и погнали. До поворота на Якутию. Там чуть мимо проеду, зальюсь на Альянсе. ТНК Альянс как-то, или как она там называется. ННК. Я что-то перепутал, откуда это. Мост наверх, видите, какой подъем и мост. Это кому на Усть-Кут надо, Братск. Усть-Кут это вот на этом кольце, вам налево. Оттуда как раз выезжают машины. Кто ходил туда, такие все оранжевые. Вот видите, пошел на Усть-Кут. А нам прямо. Нарисовали. Или было? Да не, я бы заметил. Картина маслом. Видите, насыпи понасыпали от потопов. От реки тут же вот затапливало. Тут низину все. А тут много домов. Даже где-то многоэтажки попадали под потоп. Там под второй этаж была вода. Что такое наводнение было. Не знаю, с чем связано. Типа много снега зимой было, на таяние снега, и дожди, может, совпало как-то. Ну что сейчас вот я сколько езжу, здесь как-то и намека нету. Ну, вода стоит как бы низко, да, тут. Ну, это видно какая-то речушка. Дома какие-то пооставались, это, наверное, после наводнения. Основы от них. Ай, криво тут все. Ну да, река сама Тулун. Или как она называется? Тулун, наверное.
50 секунд. Тут какие-то агрессивные продажи. Флагов. На светофоре. Что там, что там? Что там, кто там? 9 мая прошло, ну что? Да, тут что-то все перепахано, перекопано. И вот река будет. Сейчас мост через реку, которая разливалась, тут и все позатопило. Что-то, слышь, по прямой 20 секунд всего, а справа налево 60. А, река Ия здесь. Вот она. Виновница потопов. Ну так довольно-таки нормально, да, тут течение все есть, объемы воды. Его наш насыпь аж насыпали, получается. С двух сторон вот это она все тут заполняла. В общем, вот так вот в Тулуне. Как бы особо тут и не едем по городу. Просто долина реки тут прям большая посреди города. На две части, считай, делит его. Так, 20 секунд, 16, 17. Так, надо не забыть Роснефть, не проскочить. Вот кто-то взял всех колесиков. Ну, это еще маленькие, самые большие у них, по-моему, 3 метра диаметр на таких карьерных самосвалах. А эти боком лежат, чуть-чуть выступают, значит там меньше. На маленькие белазики. Так, ну где тут наша Роснефть? А, дальше еще за светофором. Ну, в общем, вот такой Тулун. Понаряднее все стало, все хоть зелено стало. А так, конечно, тут когда серо, грязно, повеселее все выглядит. Так, а что делать? А, вот так. Туда зеленый, сюда красный. 30 секунд. Ну, в общем, Тулун посетили. Хотя у меня еще на 190 километров. Не знаю, сейчас, если не получится заехать, там, по-моему, будет что-то еще вот прям по пути. Ну, только я не помню. Населенный пункт. Вот
получается. Километров 100, наверное, точно будет заправка на трассе. Короче, да, кто здесь давно не был, вот вам весь город, считай, проехал. А кто вообще не был, так для общего представления. Так, я опять на желтый, получается, да? Так, Роснефть. Заезжаем. А то я так доезжусь. Вроде свободно там он даже. Мне, конечно, лучше под основной бак заехать. Так, солярка здесь 56,78. Сотый 60,90, 95-й 51 и 92-й 48,30. Так, готово. Мне бы еще РФ, конечно, заправить. Там четверть осталось, 60 литров. Ну, на сутки хватит, в принципе. Потом, в следующий раз отдельно заскочу. Ладно, всем удачи на дорогах. Тулун посетили. Всем привет. Да, не прошло и 40 минут. Уже тут погулял, пообщался. Он с Орды, парень тоже на Якутск едет. По пути 320 литров взял в один бак, получается. Вот полный налился, да? Получается, в нем еще было, ну, литров 70. Потому что чуть даже до верха не хватило. Ну, короче, пистолет не держит. И плюс еще к тому льет 320 литров полчаса, наверное, минут 40. Жескач. Надо эту заправку в черный список. Роснефть. И вторая такая же, вот Орда стоит, 400 литров льет. Мы вместе уже там провели конференцию. Ой. Выезжаем из Тулуна. Ну, а тут, видите, еще и третья река как есть. Азей. Там маленькая какая-то речка, потом большая, это Ия или как ее. И Азей еще. В общем, такие дела, в общем, на Роснефти в Тулуне. Ну, так еще с перепугу скажешь, там 500 литров, так вообще останешься тут жить. Ну, в общем, едем дальше. Что? Погодка 21 градус, здесь тепла, хорошо вообще, лето прямо. Так, цену я говорил, 56, что-то там, 60 с чем-то. Сейчас там дальше будет тоже Роснефти. Надо, кстати, заметить, сколько километров до нее, чтобы так иметь в виду. Тут ЖД у нас выше дороги, насколько видите, катаются. Куйтун, зима, Иркутск 395 еще. Да, что-то тут медленно у меня пошло дело. Я выехал, там было 500. Получается, 100 километров проехал, что ли, от этой. Только что полдня уже еду. Ну, я 10 часов отстоял там на стоянке просто. Ну, а тут красоты местные. Река, все в соснах. Надо где-нибудь большую сосну
обнаружить, пообнимать. Говорят, очень полезно, когда сосна. Именно почему-то, не знаю. Зарядиться энергией. Да, дорожки в Иркутской области это нормально вообще. Ну, в целом именно заезжаешь в Иркутскую, вот это там местами есть, конечно, чуть-чуть трясет, но в целом прямо отдыхаешь, аж едешь приятно. И машин здесь мало, и дорога хорошая. В плане даже вот на спусках, там стыки мостов там сделаны, ну ничего не подлетаешь никуда. В плане можно там скорость поддерживать. Я что-то там 90 сейчас, это я на круизе. Ехал по спуску, видно добавлял, я сейчас 82. 82 поставлю, 82 буду катиться. Да, все везде позеленело, приятно глазу. Ну, в общем, катим дальше. Расклады такие у нас. Нам только вперед. Не спеша. В общем, давайте, удачи всем.